Шоклапан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 69-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план работы. Мы с вами вспомним несколько пословиц, отработаем правильное произношение важных звуков, а после этого сделаем небольшое упражнение на переписывание. Итак, приступим. Скороговорки на абазинском языке аласхараква. Аласхараква. Обратим внимание на выделенные буквы. В первую очередь обратим внимание на букву Х. Буква Х пишется как Х, палочка, В. Х, палочка, В. Произносится как Х. Букву Х мы запоминаем с вами с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. Следующая буква – это буква К. Букву К мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Обратите внимание, как пишется буква К. Она пишется как К, В. Итак, приступим. Первая скороговорка помогает нам отработать с вами произношение буквы Ч. Давайте сначала обратим внимание на то, как пишется буква Ч. Пишется буква Ч как Т-Ш. То есть две согласные Т-Ш образуют звук Ч. Теперь давайте все вместе постараемся прочитать скороговорку. Читаем вместе. Чык и чадакай адзачпы чытрак часпсерщат мышкы. Еще раз давайте попробуем. Чык и чадакай адзачпы чытрак часпсерщат мышкы. Теперь давайте обратим внимание на выделенные буквы и постараемся вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Начнем, конечно, с буквы Ч. Она выделена зеленым везде. Буква Ч, еще раз напомним себе, что пишется она как ТШ, произносится как Ч. Ее произношение, конечно же, легче всего запомнить с помощью слова лошадь. Лошадь на абазинском языке Ч. Также хорошо подходит слово осел, да? Ч-чада. Тоже легко запомнить с помощью такой подсказки. Следующая буква, которую мы с вами разберем, это буква К. Видите, она красным везде выделена. Буква К пишется как К, палочка. Мы с вами ее запоминаем с помощью слова калина. Калина на абазинском языке карма. К, карма. Следующая буква, посмотрите на слово адзачп. Разбираем звук Дз. Звук Дз пишется как Дз. Мы с вами его запоминаем с помощью слова вода. Вода на абазинском языке Дз. Следующая буква, которую мы с вами разберем, это буква Т. Пишется она как Т-палочка. Посмотрите на слово часпсерщат. Вот на конце мы видим букву Т, желтым она выделена. Буква Т пишется как Т-палочка, произносится как Т. Произношение буквы Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Так. Разобрали все выделенные буквы, теперь давайте еще раз прочитаем эту скороговорку. Постараемся правильно произнести все звуки, отработаем их произношение. Да? Приступим. Чык и чадак и адзачпы чытрак часпсерщат мышкы. Следующая буква это буква Г. Давайте обратим внимание на то, как пишется буква Г. Буква Г пишется как Г-палочка, произносится как Г. Да? Читаем теперь скороговорку. Газизи галеми ягавуай адзат.
Газизи, галеми, ягагва, ягадзат. Обратите внимание на букву Г, да? Начнем с нее разбирать выделенные буквы. Итак, буква Г пишется как Г-палочка, произносится как Г. Мы с вами ее запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Следующая буква это буква Л. Мы с вами запоминаем произношение буквы Л с помощью слова таз. Л, лягян. Л, лягян. Вспомнили, да? Посмотрите на слово. Так, посмотрите на слово ягавюа, то есть бегом, да? Ягавюа. Букву Г зелененьким, которая выделена, мы разобрали. Теперь обратим внимание на букву Г, которая красная, да? Буква Г пишется как Г-палочка В. Мы ее читаем как Г, запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке гора. Г, гора. Так, и еще, конечно же, обратим внимание на букву Т. Посмотрите, в слове ягадзат. Буква Т пишется как Т-палочка. Мы с вами ее запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Да? Смотрите, разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем эту скороговорку. Газизи, галеми, ягагуа, ягадзат. Газизи, галеми, ягагуа, ягадзат. Молодцы. Теперь двигаемся дальше. Следующая буква, которую мы с вами разберем, это буква Х. Посмотрите, как пишется буква Х. Пишется она как Х-палочка. Х-палочка. Да? Теперь читаем. Хасани, Харуни, хай-хай, хнай, пхёехвит. Хасани, Харуни, хай-хай, хнай, пхёехвит. Теперь разбираем выделенные буквы. Буква Х. Давайте еще раз напомним себе. Обратим внимание, что пишется буква Х как Х-палочка. Произносится она как Х. Мы с вами запоминаем ее произношение с помощью слова груша. Груша на абазинском языке Х. Х, Х. Следующая буква, которую мы с вами разберем, это буква П. Мы видим ее в слове хнайп. Да? Буква П пишется как П-палочка, произносится как П. Мы с вами запоминаем ее произношение с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. П, прп. Следующая буква, которую мы с вами разберем, это буква Х. Посмотрите, как пишется буква Х. Как Х, палочка, В. Х, палочка, В. Произносится как Х. Букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. И, конечно, букву Т мы видим в слове ехфит. Да, букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Т. Буква Т пишется как Т-палочка. Так, разобрали все выделенные буквы. Теперь еще раз давайте прочитаем скороговорку. Читаем. Хасани, Харуни, хай-хай, хнайпхэ, ехфит. Хасани, Харуни, хай-хай, хнайпхэ, ехфит. Итак, молодцы. Вспомнили, как произносится буква Х. Отработали ее произношение, двигаемся дальше. Теперь на очереди буква Г. Обратим внимание, как пишется буква Г. Буква Г пишется как Г, палочка, В. Г, палочка, В. Произносится как Г. Буква Г. Теперь давайте постараемся прочитать правильно эту скороговорку. Авералаугумрвян.
Вян важаги умфян. Еще раз давайте прочитаем. Вян важаги умфян. Теперь разбираем выделенные буквы. Сначала начнем с буквы В. Да? Еще раз давайте напомним себе, что буква В пишется как Г, палочка В. Произносим мы ее как В, как в слове гнездо. Да? Гнездо на абазинском языке вяра. В, вяра. Следующая буква это буква Г. Буква Г пишется как ГВ. Мы с вами ее произносим как Г. Точно так, как в слове сердце. Сердце на абазинском языке Г. Следующая буква это буква Ж. Посмотрите на слово важаги. Важаги. Буква Ж пишется как ЖВ. Мы с вами запоминаем произношение этой буквы с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Ж. Теперь смотрите, на слово важаги мы видим тут не только букву Ж, а также букву Г. Да? Буква Г, конечно, это простая буква, но тем не менее, у нас и для нее тоже есть подсказка. Букву Г мы с вами запоминаем с помощью слова чебрец. Чебрец на абазинском языке ген. Г, ген. И последняя буква в этом предложении буква Х. Да? Мы с вами ее разберем. Еще раз напомним себе, что буква Х пишется как Х, палочка В. Произносится как Х. И мы с вами запоминаем произношение этой буквы с помощью слова трава. Х, хра. Х, хра. Очень хорошо. Разобрали все выделенные буквы. А теперь давайте еще раз прочитаем скороговорку. Аверала гуммур вян. Вян вян важаги умфян. Аверала гуммур вян. Вян вян важаги умфян. Очень хорошо, молодцы. Отлично поработали. Теперь мы с вами переходим к следующей части нашего сегодняшнего занятия. Это переписывание. Да? Давайте вспомним, что переписывание на абазинском языке аквелхара. Аквелхара. Обратим внимание теперь на выделенные буквы и постараемся вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Начнем с буквы Х. Посмотрите, буква Х пишется как Х твердый знак. Х твердый знак. Произносится как Х. Да? Мы с вами запоминаем произношение этой буквы с помощью слова шапка. Х, хлпа. Х, хлпа. Следующая буква это буква В. Букву В мы с вами запоминаем с помощью слова гнездо. В, вяра. В, вяра. Посмотрите, еще раз давайте напомним себе, что буква В пишется как Г, палочка В. Букву Ж, Г, которая выделена голубым цветом, мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Буква Г пишется как Г, палочка. Разобрались с этим. Двигаемся теперь дальше, приступим к самому упражнению. Читаем. Рустам, Щебжан, Ачарта, Тцат. Рустам, Щебжан, Ачарта, Тцат. Днем Рустам пошел в столовую. Значит, смотрите, предложение очень простое, да? Очень легко его прочитать. Единственные две буквы, на которых мы остановимся, это буква Ж в слове Щебжан. Буква Ж пишется как Ж мягкий знак, читается как Ж. Мы с вами запоминаем произношение этой буквы с помощью слова кузница. Ж, жира. Букву Ж, Т, которая пишется как Т-палочка, мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Читаем еще раз. Рустам, Щебжан, Ачарта, Тцат. Афачква рыхызгвазну ашабре дапхит. Афачква рыхызгвазну ашабре дапхит. Читает меню. Смотрите, в слове афачква мы видим два интересных звука. Да? Первый звук это звук Ч, который мы с вами запоминаем с помощью слова яблоко. Яблоко на абазинском языке ча. Ч, ча.
Давайте обратим внимание на этот звук и постараемся запомнить, что буква Ч пишется как Ч палочка В. Ч палочка В. Это звук Ч. Ч, Ча. Следующая буква это буква К. Букву К мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Да? Крыша на абазинском языке К. Следующая буква это буква Х. Букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хяпщ. Обратите внимание, что буква Х пишется как Х, мягкий знак. Х, хяпщ. Следующая буква это буква Ш. Ашабре. В слове ашабре встречается эта буква. Пишется она как ШВ, да? Читается как Ш. Мы с вами ее запоминаем с помощью слова олень. Ш, шарах. Ш, шарах. Звук Р в слове ашабре мы с вами запоминаем с помощью слова погремушка. Ряр-ряр. Р, ряр-ряр. Теперь, смотрите, обратите внимание на то, как пишется сама буква Р. Она пишется как Г, твердый знак, а потом еще и мягкий знак. Да? Г, твердый знак, мягкий знак читается как в слове погремушка. Р, ряр-ряр. Давайте так попробуем запомнить. И букву Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Да? Буква Т пишется как Т-палочка. Еще раз читаем предложение. Афачкуа рехез квазну ашабре дапхит. Афачкуа рехез квазну ашабре дапхит. Следующее предложение. Я хуашдез хоцит. Я картоф суп, я борщ. Я хуашдез хоцит. Я картоф суп, я борщ. Думает, что выбрать, картофельный суп или борщ. Теперь обращаем внимание на выделенные буквы. Давайте напомним себе, что букву Г мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Г, хапн. Букву Х мы запоминаем с помощью слова червь. Х, хуа. Букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова гриб. Х, харп. Букву Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Букву К мы с вами запоминаем с помощью слова калина. Калина на абазинском языке карма. К, карма. Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем это предложение. Я хуаш даз хоцит. Я картоф суп, я борщ. Я хуаш даз хоцит. Я картоф суп, я борщ. Ауи амштах же злушардаб. Ктуж шамакже васаже сладшарадз. Ауи амштах же злушардаб. Ктуж шамакже васаже сладшарадз. Мясных блюд тоже много. Курятина, говядина, баранина, жареная рыба. Разбираем выделенные буквы. Смотрите, букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Х, хяпщ. Букву Ж мы запоминаем с помощью слова кузница. Ж, жира. Букву П, посмотрите на слово шардап, вот где мы ее встречаем. Букву П мы запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп, прп. Букву К мы запоминаем с помощью слова крыша. К, крыша, да? Букву К мы запоминаем с помощью слова тыква. К, каб, К, каб. Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т, да? Букву Ч, посмотрите на слово рыба, пслача, пслача. Букву Ч мы запоминаем с помощью слова постель, чарта. И букву Дз мы запоминаем с помощью слова вода, дз. Теперь давайте еще раз прочитаем это предложение. Ауи амштах же злушардаб. Ктуж шамакже васаже пслачарадз. Ауи амштах же злушардаб. Ктуж
Щамакъжьы, осэжьы, пслъэкӏырыдз. Пслъэкӏырыдзи кӏартӏоф-жьи гъэяхъуит. Пслъэкӏырыдзи кӏартӏоф-жьи гъэяхъуит. Он берет жареную картошку, жареную рыбу с вареной картошкой. Так, разбираем теперь выделенные буквы. Букву Ч из слова пслача, то есть рыба, мы запоминаем с помощью слова постель. Чарта. Букву Дз из слова рыдзи, да, жареная, мы запоминаем с помощью слова вода. Дз. Букву К из слова картоф мы запоминаем с помощью слова калина. Корма. Букву Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Ж. Букву Г, посмотрите на слово гаяхут. Гаяхут. Мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Букву Х мы запоминаем с помощью слова червь. Хва. И букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Разобрали все выделенные буквы, теперь давайте еще раз прочитаем предложение. Пслачарыдзи картоф-жи гаяхут. Пслачарыдзи картоф-жи гаяхут. Дзык хабашырбы гяц хайыргылит. Дзык хабашырбы гяц хайыргылит. Взял также бутылку сока. Разбираем выделенные буквы. Букву Дз мы запоминаем с помощью слова вода. Дз. Букву К мы запоминаем с помощью слова шапка. Кхылпа. Букву Х мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Букву К мы запоминаем с помощью слова калина. Корма. Букву Г мы запоминаем с помощью слова чабрец. Ген. И букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Теперь еще раз прочитаем предложение. Дзыкхабашырбы гяц хайыргылит. Дзыкхабашырбы гяц хайыргылит. Ахчейтин кчит. Ахчейтин кчит. Заплатил деньги, начал есть. Все правильно. Буква Т пишется как Т-палочка. Мы с вами запоминаем ее произношение с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Это мы с вами уже выучили, да? Теперь давайте еще раз прочитаем предложение. Ахчейтин кчит. Заплатил деньги и начал есть. Очень хорошо потрудились. Все молодцы. Теперь, прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах чзыразхат.